Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Заместитель министра экологии республики Николай Диадоров был совладельцем ООО, что могло создать условия для коррупции. Нарушение было выявлено в ходе проверки прокуратуры. Вопреки требованиям запрета на участие в управлении коммерческой организацией, должностное лицо являлось действующим совладельцем одного из обществ с ограниченной ответственностью с долей участия в уставном капитале юридического лица 25%. При этом, с учетом направления деятельности юридического лица, участие должностного лица в его управлении могло создать условия для проявления фактов коррупции. Кроме того, согласно материалам прокурорской проверки, в ходе декларационной кампании он представил заведомо недостоверные сведения, не указав в справке за отчетный 2017 год свое участие в управлении юридическим лицом и суммарную стоимость доли такого участия. Прокуратура республики внесла представление. Замминистра получил выговор и вышел из состава участников юридического лица. Цитата. «Это дело давно минувших дней. Несколько лет назад был проект по развитию стрелкового спорта в Якутии. Однако дело заглохло. За давностью событий я не обратил внимания на участие в ООО», сказал он нашему телеканалу. По словам замминистра, надзорный орган получил все необходимые документы и справки. 53-летний житель Ленска украл 3 велосипеда, за что получил по году условно за каждый. В июле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя по одной из улиц города Ленска, он увидел припаркованный велосипед возле магазина. Средство передвижения принадлежало к несовершеннолетнему, который делал покупки. Мужчина украл велосипед, после чего продал его третьему лицу. В этом же месяце он совершил 2 аналогичные кражи. В поселке Чульман Нерюнгринского района задержан 50-летний мужчина, который хранил у себя гашиш. Как сообщили в региональном МВД, мужчина пояснил, что наркотическое вещество он хотел употребить сам. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Теперь уроженцу Алданского района грозит срок до 10 лет. В редакцию чрезвычайного происшествия поступило видео. На нем ассенизаторы производят слив в водозаборный коллектор на улице Свердлова в столице республики. Директор службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Андрей Лебедев заявил, что это дело рук частного предпринимателя. Между тем, в региональном штабе ОНФ проходят обучение экологические дружинники. В скором времени подобные инциденты будут под их надзором. Ай-яй-яй. Посольство России подтвердило, что 2 российских туриста погибли на Кипре в результате падения автомобиля со скалы. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 20 октября. Машина, арендованная 58-летним мужчиной и его 48-летней женой, упала с высоты 30 метров. Тела погибших были найдены морской полицией и доставлены в больницу, где врачи констатировали смерть. Пара прибыла на Кипр 10 октября, их отъезд был запланирован на 24-е. В российской дипмиссии отметили, что тела погибших сейчас в морге Пафоса. Документы в полиции. Сотрудники консульского отдела находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании. В настоящий момент разыскиваются родственники супругов. Мощный пожар вспыхнул на металлургическом заводе во Владикавказе в ночь на воскресенье. При ликвидации возгорания погиб сотрудник экстренных служб, рассказывает Алена Островская. Пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе удалось потушить лишь к середине дня воскресенья. Возгорание началось ночью в цехе электролиза. Огонь стремительно распространился и вскоре охватил 4500 квадратных метров. На объекте работали около 150 пожарных. Один из них погиб, 3 пострадали. Для борьбы с огнем были привлечены свыше 40 единиц техники. Из соседней Кабардино-Балкарии в столицу Северной Осетии прибыл пожарный поезд с водой и пенообразователем. По данным властей, концентрация опасных веществ в воздухе превышена не была. Здоровью жителей ничто не угрожает. Как утверждает директор предприятия, цех работал с соблюдением всех технологических процессов. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что в загоревшемся помещении отсутствовала автоматическая система пожаротушения.
Сильная гроза обрушилась в субботу на австралийский штат Новый Южный Уэльс. Больше 300 тысяч молний наблюдали жители региона за один день. В городе Джерри от удара погиб человек. В Сиднее из-за непогоды на час отложили открытие игр непобежденных, на которых присутствовали британский принц Гарри и его супруга Меган. Любители наркотиков живут не только в Чульмане. Оппозиционный грузинский политик и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе раздал в Тбилисском парке 3 самокрутки в поддержку полной легализации марихуаны и был вскоре задержан, рассказывает Алена Островская. Зураб Джапаридзе выполнил обещание, данное сторонникам легализации марихуаны. Лидер оппозиционной партии Гирчи и кандидат в президенты Грузии, вопреки запрету полиции, устроил в Тбилисском парке фестиваль конопли. Он собственноручно раздал участникам протестной акции 3 самокрутки с марихуаной. Впрочем, что находилось в них на самом деле, неизвестно. Я называю это актом гражданского неповиновения. Преступление я совершил только с точки зрения полиции и правительства. Я с этим не согласен. Я всего лишь раздал 3 косяка каким-то людям. Думаю, я имею на это право, потому что летом Конституционный суд Грузии разрешил мне употребление марихуаны. Но если я могу употреблять, должны быть и легальные пути ее приобретать, покупать или выращивать. Полиция, как и ожидалось, задержала Джапаридзе, а также еще около 10 участников акции. Протестующие говорят, речь идет не просто о возможности употреблять коноплю. Я здесь за свою свободу и свободу Грузии, за свободное будущее моей страны. Это именно то, что мы, собравшиеся здесь, хотим донести до властей. Полная легализация марихуаны стала одной из важных тем предстоящих 28 октября президентских выборов. На протяжении многих лет один из основных пунктов платформы Зураба Джапаридзе и его партии. На этом пока все. Берегите свое здоровье.